Хомус – это голос живой природы, говорит Сергей. Казалось бы, инструмент размером с ладошку, но какие у него возможности? Хомус и пение кукушки сымитирует, и за жаворонком повторит. Чтобы так виртуозно играть на хомусе, Сергею потребовалось 4 года. При этом учился парень самостоятельно, через интернет. Но я выбрал такой путь. Я просматривал концертные видео выступления всевозможных хомусистов-виртуозов мира. Это Альбина Михайловна Дегтярева, Юлиана Кривошапкина. И пытался повторить все звуки, приемы. И вот с каждым разом все лучше и лучше у меня получалось изобразить все эти звуки, сымитировать. Сегодня Сергея в Нижнем Новгороде знает каждый. Он первый хомусчут в родном городе. Увлечение парня с восторгом приняли и в институте. Сергей учится на повара-кондитера. За вклад в культуру он даже стал студентом года и получил именную стипендию мэра города. Профессионально больше с хомусом стал заниматься все-таки я в Нижнем Новгороде, стал популяризировать и развивать на всевозможных конкурсах, концертных, фестивалях. Я камзол приобрел на вырученные средства с именной стипендии мэра города. То есть хомус позволил тебе еще и заработать на костюм, да? Еще и заработать на костюм, не только на костюм, но еще на новые инструменты. Кстати, играет Сергей исключительно на якутских хомусах. Считает, что они звонче и громче. Инструменты заказывает напрямую из республики. Последнее приобретение – окрыляющий хомус мастера Колодезникова. А ты же еще умеешь подражать коню, да? Да. А как ты это делаешь? Давай поржем. Попробуй засмеяться и сделать вдох. Да, вот так. И только еще громче и на звук «и». Вдох на себя. Мощно. Ну так я уже не могу. Но буду практиковаться, обещаю. Хорошо. Ржание коня, пение птиц, вой волка – это лишь малая часть умений хомусчута. В его арсенале также традиционная игра сыя-тарды, двуголосья, табыгыр. А впереди изучение новых приемов. Хомус для Сергея – это проводник в загадочный мир Якутии. В планах у нижегородца – поездка в республику. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.